80-е заседание Народного собрания по традиции начинается с утверждения повестки, после чего парламентарии приступают к рассмотрению законопроектов и инициатив. К примеру, председатель комитета по госстроительству и законодательству Ибрагим Боков представил проект о внесении изменений в закон Ингушетии о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях на территории республики. Законопроектом предлагается уточнить перечень мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, собраний, митингов, шествий и демонстраций. Таким образом, принятие законопроекта позволит устранить выявленную правовую неопределенность в законе республики. Единогласным решением парламентариев он проходит первое чтение. В свою очередь, председатель комитета по бюджету и налогам Асхаб Сукиев проинформировал о разработанном Минфином Ингушетии проекте закона о методике распределения субвенций бюджета муниципальных образований на осуществление полномочий по привычному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Законопроект был принят в окончательном чтении. Следующим проект о внесении изменений в закон о промышленной деятельности и промышленной политике Ингушетии в части регулирования специальных инвестконтрактов, разработанный Минэкономики региона, представил исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Муса Плиев. В целях приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным вносятся изменения в закон Республики Ингушетия от 27 февраля 2010 года номер 8 РЗ о промышленной деятельности и промышленной политике в Республике Ингушетия. Для упрощения процедуры регулирования специальных инвестиционных контрактов в настоящем законопроекте предусмотрено обязательное применение положений соответствующего федерального законодательства. Принятие этого проекта закона позволит создать привлекательные условия налогообложения для инвесторов в регионе, что в свою очередь будет способствовать улучшению инвестклимата на территории республики, внедрению современных технологий в промышленность, а также увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест. Далее депутаты рассмотрели дополнительный вопрос, включенный в повестку – внесение изменений в статью 19 закона Ингушетии о бюджетном процессе, представленный председателем комитета по экономической политике Исламом Гадиевым. Говоря на простом языке, мы просим главный финансовый орган субъекта представлять проект бюджета в Народное собрание в полностью расписанном виде. То есть мы просим внести изменения в пояснительную записку. В первую очередь полезно будет для депутатского корпуса. Также при публичных слушаниях по бюджету каждый желающий, кто будет принимать участие в этом процессе, он также сможет без сложности понять, о чем идет речь в бюджете. Спикер парламента Магомед Яндиев поручил провести расширенное заседание Комитета по экономической политике с участием представителей соответствующих министерств и ведомств. Всего на заседании присутствовали 19 из 32 депутатов Народного собрания. В работе приняли участие представители администрации главы Ингушетии, правительства, прокуратуры и управления регионального Минюста. Внесение изменений в некоторые законодательные акты Ингушетии, в закон о недрах региона и общие принципы местного самоуправления. Всего депутаты Народного собрания рассмотрели около 30 вопросов на повестке, в том числе и законодательные инициативы депутатов Госдумы, сенаторов, правительства России и законодательного собрания. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.